названием «Лучшие практики развития и популяризации науки в школах Республики Саха-Якутия», которое у нас проводится в рамках августовского совещания педагогов традиционного, в котором вчера как раз в пленарном заседании выступил глава республики, обративший особое внимание на улучшение качество образования. Качество образования очень сильно связано с тем, как дети наши, кстати, обучающиеся, относятся к самому процессу образования. Процесс образования может быть действительно очень сильно усилен, если ребята принимают участие в нем очень активно, и эта активность может самым действенным способом проходить через то, что мы называем проектная научная деятельность. Проектная научная деятельность позволяет обучающимся в действительности принимать самое активное участие и использовать те знания, которые они получают в школе, для того, чтобы исследовать окружающий мир, для того, чтобы находить взаимосвязи и фактически укрепить тот фундамент знаний, который они получают в школах. И это как раз и позволяет, увеличивает и усиливает качество образования, которое они получают в наших школах. Это очень важно в связи еще с тем, что у нас в стране мы сейчас переживаем очень такой сильный период развития научной деятельности активной. Как вы знаете, мы живем сейчас в десятилетии науки и технологий в Российской Федерации, что отмечено как основное приоритетное направление политики в области образования нашей страны. И что самое важное, да, мы должны сейчас совершить такие прорывы в научно-технологической деятельности, чтобы таким образом создать так называемый суверенитет научно-технологический в развитии нашей страны. Это в первую очередь поможет и экономике, и усилить нашу образоспособность и другие все факторы, которые следуют за тем, что происходит, когда усиливается научная компонента в развитии любой народной экономики, которая есть во всех странах мира. И так как Россия является одной из таких фундаментально научных стран и имеет очень глубокие древние традиции в области науки, то, соответственно, у нас имеются еще и хорошие практики по преподаванию науки, популяризации ее в школах, которые также очень имеют хорошую не только историю в нашей республике, но как раз и многие образовательные процессы в нашей республике проходили под знаменем развития науки, что в первую очередь связано с тем, что у нас существует очень сильные и хорошие институты. Это, во-первых, Академия наук нашей республики, в которой мы сейчас находимся, в замечательном зале в президиуме Академии наук Республики Саха-Якутия. Очень приветствую Сергея Вячеславовича Попова, который является вице-президентом Академии наук Республики Саха-Якутия, известный математик. Вот как раз он принимает участие. Спасибо огромное, что помогли нам сегодня с организацией нашего круглого стола. Сегодня собрались более 30 представителей управления образования, директоров школ, самих практиков как раз по научно-проектной деятельности школьников. И хотел бы сразу предоставить слово. На самом-то деле очень хочу услышать информацию от Деминова Сергея Ивановича, который является учителем информационно-технологического лицея имени Евгения Александровича Варшавского, что находится в городе Неринги на юге Якутии, Нерюнгринский район. Дело в том, что сам Деминов – это действительно настоящий практик. Он вышел из среды инженеров, его родители, дочери – это наши славные инженерные кадры юга Якутии. И как раз он сам не был учителем, но был сразу инженером-электриком, который присоединился к сообществу школы ИТЛ-24, информационно-технологического лицея 24, и сумел создать за очень короткое время сильную команду специалистов, таких же очень влюбленных в свое научное дело, в научно-исследовательскую деятельность, и сумел увлечь много мальчиков и девочек, которые в школе Нерюнгринской создали очень сильный клуб научный, который позволил им
каждый год заниматься очень интересной деятельностью научной, такой практической, научно-технологической, с большим количеством интересных проектов. И в результате этого все эти выпускники стали, значит, сейчас студентами известных вузов нашей страны. И что самое интересное, вот когда они были школьниками, их проекты стали проектами-победителями в всероссийских конкурсах «Большие вызовы». Это научно-технологический конкурс школьных проектов. Впервые наша республика, значит, заняла тогда первые места благодаря вот проектам научно-технологическим наших ребят из Невенгрии, чем мы очень гордимся, потому что если есть у людей желание, то они могут это сделать. И, например, очень интересный пример Ирюмина. Вот мальчик такой интересный, сам был троечником абсолютным, да, так сказать, но, как говорится, отчаянный троечник, но имеющий невероятно золотые руки в области инженерии, да, так сказать. И это ему позволило стать победителем в всероссийском конкурсе благодаря вот этой инициативе, которая и проводится в образовательном центре «Сириус». И в результате он стал студентом ИТМО, это знаменитый университет в Санкт-Петербурге, институт тонкой механики, где он сейчас является одним из ведущих студентов, про него пишут статьи, показывают видео, он там действительно настоящая звезда. То есть вот бывают же такие дети, которые, например, интересуются только тем, чем интересуются. И самое важное для нас — это каким образом действительно увлечь. Это вот тот момент нашего интереса, в котором вот как раз мы собрались, да, так сказать, каким образом увлечь детей в научно-технологическую деятельность, проектную деятельность, чтобы это им помогло в дальнейшем, да, так сказать, они стали бы нужными людьми для нашей страны и помогли сами себе создавать удивительные карьеры, которые в дальнейшем, значит, будут способствовать и также росту, значит, как говорится, силы и могущества нашей страны, и плюс, кроме всего прочего, да, так сказать, сделает нашу республику известной, да, так сказать, что очень важно.